Мир вам, братья и сестры. Хотел стишок такой коротенький прочитать. Давно сочинил, с Божьей помощью. Кто угадает, про кого написано, тому 1000 рублей скидка на каждый заказ. Жизнь под домом... нет, не тут. Что-то вот. Когда приходит осознание того, что мы поэзию творим не сами, а благодатью Бога самого, тогда и пастухи становятся царями. Вот с Божьей помощью нож сделали многочисленным просьбам, чтобы удешевить максимально новый тип ножен. Это не традиционные якутские, но такие вот. Тут тоже можжевельник, вкладыш. Клинок всегда стерилен, всегда приятно пахнет. Даже после рыбы можно водичкой мыть, и будет приятный запах идти. Вот ножны удешевил, что такие меньше на такие времени уходят. Хотя это кожа лося, об них же править можно вот слегка как бы. И прошитые ниткой как бы. И нож сам не полировал вручную, а на гриндере прошелся 150-й, по-моему, последний. И потом уже на войлочном круге. Вот. Ну давайте приступим к испытанию. Так, Николай Заболоцкий, специально для вас показываю, что вот вы говорили, что я строгаю вот эту часть, середину рога, которая якобы мягче, чем наружная часть. И вот будем теперь строгать наружную часть. Вот она, наружная часть. Ну, примерно видно, да? Тут в ноль сведения, практически угол заточки очень острый. Не знаю, сколько там градусов. Вот. По дереву показать. Видите, да? Срезик ровный. Вдоль поперек режет бесполезно. Гладко прям. Режет, они не крошит. Толстая лосиная кожа. Видно, волосы кое-где остались. Режет легко. Это уже засохшая такая. Усложним, так сказать, задачку. Срез гладенький. Ну и по газеточке проверить. Примерно так. В общем, всего самого доброго. До свидания.